В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Пандемия подтолкнула россиян к выбору работодателей с социальным пакетом. 10 оленеводов в Якутии получат по 1 миллиону рублей. На какие цели можно потратить выплаты? Ленские волонтеры разузнали о тонкостях собачьей психики. Подробности в этом выпуске. Минувшим днем глава региона Айсен Николаев озвучил итоги работы органов государственной власти за 2019 год перед депутатами Госсобрания Илтумен. В своем выступлении руководитель республики отметил, что Якутия лидирует по показателям социальной жизни и экономического роста среди субъектов Дальнего Востока. По словам Айсена Николаева, за прошлый год удалось последовательно и системно начать решение фундаментальных задач развития республики, при этом успешно встраивая их в дальневосточную и общефедеральную повестку. На выступление главы региона отреагировали представители политических фракций. Все они положительно приняли доклад руководителя республики. Представленный отчет абсолютно реалистичный, информативно емкий, насыщен с реальными цифрами и отражает положительную динамику развития республики. И главное, в республике сохраняется социально-экономическая и общественно-политическая стабильность. Члены фракции «Единая Россия» считаем, что правительство сработало достаточно эффективно. Много, удалось сделать, и это все прозвучало в отчете главы республики. Поэтому были все основания нашей фракции принять к сведению. Согласно постановлению, мы принимаем одно из решений. Или принимаем к сведению, или нет. Мы принимаем к сведению, потому что действительно работа проводилась для осуществления жизнеустройства нашей республики. И, конечно же, то, что Айсен Сергеевич говорил про железную дорогу, про Житайскую судоверфь, про Сила-Сибири, про аэропорта, про мосты, Нюрба, Вилюй. Конечно же, это благодаря все-таки в большинстве случаев федералам. Но если бы Айсен Сергеевич не добивался, не напоминал, не говорил об этом, естественно, это бы на самом деле не воплотилось в жизнь. Потому что я прекрасно, как руководитель, знаю, что такое добиться результата в конечном итоге. Тот отчет Айсена Сергеевича Николаева, который вчера мы услышали, удивил теми цифрами, которых достигла наша республика за 2019 год. Это в первую очередь было осуществлено благодаря той новой команде, которая пришла к руководству республики 1,5 года назад. И эта новая команда придала новый вектор экономического развития. И мы увидели рост рейтингов республики. Госдума приняла закон о ваучерах, которые турфирмы смогут выдавать вместо возврата денег за отмененные поездки. От принятия этой инициативы выиграют все, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. К слову, фракция ЛДПР одобрила закон еще тогда, когда он только проходил первое чтение. Согласно проекту документа, турфирмы могут не возвращать клиентам деньги за поездку, отмененную в условиях пандемии, но они будут обязаны предоставить им равнозначную путевку на определенный период. Если до окончания срока действия ваучера он не будет использован, договор с турфирмой будет расторгнут. Тогда туроператор будет обязан вернуть клиенту деньги вместе с процентами в течение 10 дней. Треть россиян на фоне пандемии коронавируса стали больше ценить наличие соцпакета у работодателя. Такие данные приводит сервис работа.ру и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Для каждого 8-го россиянина за последние 1,5 месяца наличие соцпакета стало главным аргументом при выборе работы. А каждый 5-й считает, что предоставляемые работодателями бонусы помогают в кризисных ситуациях. При этом большинство опрошенных отметили, что прямая материальная поддержка в виде дополнительных выплат была бы полезнее для них.
94 человека заболели COVID-19 в Якутии за минувшие сутки. 56 новых случаев выявили в Якутске, 22 случая в Ленске, 8 в Мегино-Кангаласском районе, 3 в Намском, 2 в Хангаласском и 1 новый случай в Горном районе. Об эпид-обстановке в Алдане нам готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. Он выходит на прямую связь со студией. Руслан, приветствую, и тебе слово. Здравствуй, Анастасия. Количество больных коронавирусом в инфекционном отделении Алданской больницы понемногу увеличивается. На сегодня их 33 человека. В основном это работники Нижнекокитского участка золотодобывающей компании «Селигдар». Но есть в этом числе и больные ковид из Куранаха и Тамота. Оперативную информацию доложил начальник оперативного штаба глава района Северин Поздняков. Но ситуация остается напряженной. На сегодня у нас в Алданской центральной районной больнице 33 человека лежат с диагнозом коронавирусной инфекции, еще 16 человек лежат у нас в провизорном отделении. Все анализы отобраны, контакты уже выявлены. Сегодня с руководителями газовиков, так сказать, «Газпром Трансгаз-Томск», также сверили, сверили часы именно по взаимодействию между нашими медицинскими организациями и вахтовыми поселками, которые есть, потому что все равно смена вахт идет, и вот такие совещания они необходимы для того, чтобы сверить наши действия в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Глава республики продлил режим самоизоляции в Якутске и в районах республики до середины июня. У нас он также продлевается? Да, продлевается, потому что мы входим в так называемую 4-ю зону, где у нас был, во-первых, карантин, и сейчас действует режим полной самоизоляции. Конечно, и те ограничения, которые были введены, они будут продолжаться, но я уже неоднократно говорил и подчеркивал, что это время как раз надо для того, чтобы мы смогли все-таки переломить ситуацию в Алданском районе, и количество заболевших у нас уменьшалось. К сожалению, так придется. У нас больных, сами понимаете, вот сейчас я уже сказал, 33 человека, и ситуация с коронавирусом достаточно напряженная. Глава республики Айсен Николаев поблагодарил алданских предпринимателей за помощь и содействие в период карантина. Благодарственные письма представителям малого и среднего бизнеса вручили в администрации района, вручили их каждому персонально, соблюдая все меры безопасности. Грамоты будут вручены 36 субъектам малого и среднего предпринимательства. Администрация района благодарит субъектов за оказание материальной поддержки жителям района, оказавшимся в трудной ситуации, что предприниматели наши не остались в стороне. И сегодня они будут отмечены группами, будут приглашены для вручения ценных призов и грамот главы республики. Такова ситуация у нас на сегодня. Мы следим за ее развитием. Анастасия. Руслан, спасибо. Напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент из Алдана Руслан Павлов. Жители села Норагана Мегино-Кангаласского района остались без электричества из-за шквального ветра. Энергетики устраняли неполадки до поздней ночи. В результате часть потребителей была запитана по постоянной схеме. Сегодня восстановительные работы на линиях продолжаются. В течение дня электроснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме. В среду 27 мая из-за сложившихся погодных условий в селе Норагана произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи. Энергетики Маинского РЭС незамедлительно приступили к восстановительным работам, которые продолжались до поздней ночи. В результате часть потребителей была запитана по постоянной схеме. Сегодня, 28 мая, с 6 утра специалисты возобновили восстановительные работы на линиях. На данный момент в них задействовано 19 человек и 6 единиц специализированной техники. В течение сегодняшнего дня восстановительные работы будут завершены, электроснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме. В этом году Мирнинское управление автомобильных дорог отмечает 60-летний юбилей. Вот уже 40 лет там работает Геннадий Суфиянов. Опытный водитель, один из ценных сотрудников предприятия. О том, почему он любит свою работу и какие у него увлечения, смотрите в следующем сюжете. Осмотреть машину, убедиться, что все исправно. Вот так Геннадий Суфиянов начинает каждый рабочий день. Перед сменой водитель с 40-летним стажем обязательно проходит медосмотр и инструктаж механика. В условиях пандемии обязанностей прибавилось. Теперь нужно тщательно дезинфицировать салон.
обработка салона, дверных ручек. Люди, которые прикасаются физраствором, проводятся. Стать водителем – судьба. Это Геннадий Тимирбаевич понял еще в 1972 году. Перед службой в армии военкомат отправил его учиться в автошколу. Еще через 8 лет мужчина устроился в Мирнинское управление автомобильных дорог. Не пожалел ни разу. Постоянно меняются люди, постоянно с ними общаешься, и как бы и информация, и сам как-то с ними по общению, и настроение поднимается, в принципе, с людьми-то. И есть, бывает, и люди, у которых и настроение нет, и у меня иногда, ну, всякое бывает. Ну, пообщаешься с ними, и бывает, что очень хорошее такое вот позитивное настроение. Свободное время Геннадий Тимирбаевич тоже проводит в движении. Правда, не за рулем машины, а на лыжах. Водитель МУАД – многократный чемпион и призер республиканских и дальневосточных соревнований. Летом лыжи заменяют лыжероллеры. Последний вот на Дальний Восток ездили, там призовые места. Ну, в призовых местах были на Дальнем Востоке. А потом ездили на Российской Федерации первые, ну, любители, среди любителей ижевские были. Если есть стремление, есть что-то добиться, можно добиться все своими силами, своим стремлением и мотивацией, так скажем. Ну, мотивации-то как такого нет. Просто тренируешься на здоровье, чтобы было. Геннадий Тимирбаевич говорит, планирует набрать стажа еще на десятки лет. Благо, здоровье позволяет. А когда постоянно катаешься на лыжах, другого и быть не может. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Государственная итоговая аттестация выпускников колледжей и техникумов продлится до конца июня. Из-за пандемии защита выпускных работ будет проходить в дистанционном формате. По информации Министерства образования и науки Якутии, в этом году колледжи и техникумы закончат почти 6 тысяч человек. Между тем, якутскую балетную школу в этом году оканчивают 8 специалистов. На следующий учебный год планируют принять 20 студентов. Приемная комиссия начнет работу с 1 июня. Отборочный тур будущих студентов будет проходить с 20 по 30 августа. Подробнее можно узнать на сайте школы sakha-ballet.ru. Принимаются дети 6-7 лет, окончившие дошкольные учреждения. В этот класс мы набираем 25 детей. По окончании выдается свидетельство. А в 1-5 класс по специальности среднего профессионального образования 520201 искусство балета принимаются дети, окончившие начальную общеобразовательную школу. Срок обучения 8 лет. Контрольная цифра приема 20 мест. По окончании колледжа выпускники получают квалификацию артист балета, преподаватель. Ленские волонтеры разузнали о тонкостях собачьей психики. В этом им помогли зоокурсы. Их добровольцы прошли, чтобы помогать четвероногим на передержке их будущим хозяевам быстрее понять друг друга. Ведь бездомные животные зачастую не доверяют людям. Результат занятий заметен практически сразу. Олеся Васева продолжит. На поводке у Светланы любимица всех волонтеров Марфа Васильевна. Когда дворняжка попала к ним в руки, уже и не помнят, но обстоятельства не забудут. У животного были серьезные травмы головы. Хозяин усыпить не решился и оставил питомца на улице. Марфу выходили, как и многих других, с кем сейчас занимается Светлана Конева. Она собачий психолог, помогает бездомным псам научиться вновь доверять людям. Так больше шансов найти им новый дом. Мы их не просто держим в железных клетках. Мы понимаем, что они тоже живые существа, им хочется погулять, им хочется, скажем так, и поиграть, и повеселиться, и общение, любовь, ласка им нужна. Вот. Поэтому мы их постоянно перемещаем, мы их отпускаем в вольер, мы их привязываем на цепь, мы их выгуливаем на поводке, то есть приучаем к ошейнику. Вот. Поэтому, когда люди будут брать у нас животное, они, в принципе, готовы ко всему.
Курсы собачьей психологии прошли 2 волонтера. Деньги взяли из президентского гранта. Прошлым летом некоммерческая организация «Уши, лапы, хвосты» защитила свой проект и получила 2 миллиона. Большую часть спустили на бесплатную стерилизацию собак всего района. Эту операцию прошли более 500 животных. Оставшиеся средства пошли на обучение и просветительскую работу. Детей учат ответственному обращению с братьями меньшими. Вот хвостатый фестиваль. В августе прошлого года он собрал у клеток детские очереди, а после превратился в уроки доброты. Правда, их пришлось приостановить из-за пандемии. Ждем окончания карантина, возобновления уроков. Очень ждем, потому что это нравилось и детям, и учителям было приятно. И когда рассказывали, какой отклик получают детей, это прям в такие моменты понимаешь, что все не зря ты делаешь. Общение животного и ребенка – это лишь положительные эмоции и вклад в воспитание. Взрослые относятся к появлению собаки в доме более настороженно. И здесь также поможет собачий психолог. Он наладит контакт хозяина с питомцем, которого взяли из пункта передержки. Собаки продлевают жизнь своего хозяина на 2 года. Еще у владельцев собак снижен риск гипертонии и инсультов. И поднимается холестерин, и практически не бывает лишнего веса. К такому выводу пришли ученые Гарвардской медицинской школы. Но что не надо доказывать, это то, что владельцы собак намного счастливей. Взяв питомца из приюта, возможно, вам первое время и понадобится помощь собачьего психолога. Но недолго. Потом личный психолог будет всегда с вами. Олеся Васева, Олег Соснин и Татошка, телеканал «Алмазный край». К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.